Здравствуйте. Мы сегодня разговариваем с Анастасией, которая поделится своей историей, что с ней случилось в Минске, на Крестина. Представьтесь, расскажите, кто вы, откуда вы, сколько вам лет, в каком городе в Беларуси вы живете. Немного о своей семье расскажите. Меня зовут Анастасия Бакланова, мне 25 лет. Родилась я в городе Солигорске, собственно, там я и выросла. Потом я переехала в Минск уже, когда решила поступать в университет. И с 2013 года я живу в городе Минске. Я замужем, детей пока что у нас с мужем нет. Вот, Вы на момент задержания, то есть несколько лет уже живете как в Минске, верно? да, все верно. До событий лета 2020 года, насколько вы были вовлечены в политическую жизнь нашей страны? Участвовали ли вы в выборах президентских до лета 2020 года? Может быть, состояли в партиях? Насколько вы были политически активны или, наоборот, политически были полностью аполитичны? Я не могу сказать о том, что я была аполитичной. Я никогда не была человеком аполитичным. То есть меня всегда интересовали события, которые происходят у нас в стране. Также в президентских выборах до лета 2020 года я также участвовала. Голосовала на тот момент против всех. Вот. И, ну, если так откровенно говоря, то активно именно политикой я стала интересоваться с 2016 года. Начало этому вот послужили записи Чалова, то есть его постоянная рубрика «Экономика на пальцах». Я стала тогда вот с тех пор и, в принципе, интересоваться тем, что у нас происходит в стране. Понятно. Расскажите, что у вас случилось в августе 2020 года, то есть с чего все началось? Для вас, конкретно для вас. Ну, для меня все началось гораздо раньше августа. Вот, для меня это началось где-то с середины лета. Был такой мини как бы активизм. Я печатала листовки, за то, чтобы люди голосовали, после выборов на «Голосе», ознакомливала там население, это было на Малиновке, с такой платформой «Голос». То есть я там ходила, печатала, сама писала там всякие брошюрки с адресом сайта и просто вот подходила к людям, давала им эти бумажечки и вот так вот просто рассказывала о платформе «Голос», для чего она нужна и вообще в чем суть. То есть я не агитировала там за каких-то конкретных кандидатов, потому что я и без этого сталкивалась с большим числом агрессии, на самом деле, даже уже просто рассказав людям про «Голос». Вот. Далее, В чем выражалась агрессия? И шла ли эта агрессия просто от людей, или это шла агрессия от правоохранительных органов? Какого рода агрессию вот вы? это шла агрессия именно от людей, и я прекрасно помню один день, когда ее было настолько много, что я пришла просто домой, расплакалась мужу и сказала то, что нас очень мало, якобы там больше тех, кто за власть, но я очень сильно ошибалась, потому что я пошла там на следующий день, и уже людей, которые были, скажем так, на стороне разума, их оказалось гораздо больше. Вот. Просто и на тот момент я сталкивалась, наверное, с таким электоратом как раз-таки нынешней нелегитимной власти, вот, который вел себя достаточно некорректно. А что они говорят? То есть, ну, какого рода агрессия? Это была просто критика или что они пытались вам сказать? Или они пытались там как-то, не знаю, физически вас толкнуть, там, забрать листовки, выбросить их в мусорку? То есть какого рода агрессия была? Агрессия была, то есть разного рода обзывательства по поводу того, что я прекрасно помню, как сказали, что платформа «Голос» — это якобы террористический сайт, и что его вообще нужно заблокировать, и вообще нужно заблокировать таких, как я. Ну вот в этом ключе. Хорошо, то есть вы активно людям рассказывали про платформу «Голос», и что дальше происходит? То есть наступает 9 августа, да, то есть 2020 года, день выборов президента Республики Беларусь. С чего у вас начался этот день? Я к этому дню готовилась, сразу говорю. То есть я одела удобные кроссовки. До этого ведь я тоже участвовала в протестах, вот, и от ОМОНа мы убегали тоже не раз. Одела штаны удобные, черную футболку, взяла свою барсетку, в которую положила все свои таблетки, которые я принимаю, положила туда документы, вот, взяла, я не помню, там, по-моему, нет, телефон еще на тот момент был мой, ну, телефон, все, и, собственно, взяла планшет, потому что я еще, ну, думала, буду работать потом, когда проголосую.
У меня как раз тогда висел заказ на детскую книгу. А кем вы Вот, работаете? поэтому А кем вы работаете, Настя? я таким иллюстратором сейчас. Я детские книжки рисую. Здорово. Да, очень люблю свою работу. Ну и, собственно, да, так я поехала на выборы, приехала. Я приехала очень рано утром. Мне принципиально важно было посмотреть, как это все вообще происходит, как реагирует избирательная комиссия. Вот, ну, мне, в общем, было интересно и принципиально. Я приехала, захожу голосовать, говорю о том, что мне их ручка не нужна, у меня есть своя ручка. С меня очень там похохотали, подняли меня на смех. Вот, и вообще вот эти вот взгляды на комиссии были, что я же сразу я с белой лентой пришла, то есть, ну, у меня тут вот на телефоне э, непосредственно да. Вот, то есть я говорю, я пришла подготовленная и наткнулась с их стороны на какие-то такие подиздевки, вот эти вот насмешки, взгляды такие косые. Это очень чувствовалось. Я проголосовала. Собственно, кабинки абсолютно не были занавешены шторками, то есть все было вот ты просто зашел, как бы проголосовал. Я это демонстративно все сфотографировала, свернула бюллетень гармошкой, то есть все как, все как учили. Вот. Проголосовала, вышла, и там напротив дверей стояла лавочка внутри помещения, на которую я села. Там я познакомилась с мальчиком, который являлся аккредитованным наблюдателем. Познакомились, разговорились и просто вместе там находились. Прошло там буквально, наверное, минут 15. На нас вызвали милицию. За что? Ни за что, просто. Просто за то, что, Просто. просто за то, что вы наблюдали за процессом выборов. Более того, мальчик был аккредитованным наблюдателем, я же сослалась на то, что я являюсь инвалидом, прямо у меня есть удостоверение, у меня все было с собой. Я говорю, у меня проблемы с опорно-двигательным аппаратом, и вы, по сути, вы не имеете права выставить меня из помещения на улицу, потому что, ну, непосредственно здесь есть место, где я могу присесть, и это никак абсолютно законом не запрещается. Но там на горизонте появился далее председатель комиссии, и что он делает? Он просто вызывает ОМОН, приезжает ОМОН, и мальчика, вот этого аккредитованного наблюдателя, просто забирает ОМОН. Меня почему-то не забрали в этот момент. А они объясняют, за что они забирают? Человек аккредитован на участке, он наблюдает за тем, как происходят выборы. То есть на основании чего они вообще задерживают? Они объясняли, они просто хватают и уводят его в ВУЗ. Они не объясняли ничего, они оперировали тем, что он не имеет права находиться в здании, что если он хочет быть и наблюдать за выборами, то, пожалуйста, пусть идет на крыльцо, пусть идет на остановку, куда угодно, и наблюдает там. Но, Но он аккредитован. да, но их это не волновало. То есть, ну, Понятно. да, беззаконие, то есть, ну, им все равно, они творили, что хотели. Значит, вас забирают, и я понимаю то, что выборы идут, людей было очень большой поток людей, и оставаться больше некому. Ну, как бы я так по сторонам смотрю, наблюдателей больше нет. Ну и, естественно, я осталась. Ну да. То есть у меня как бы не было аккредитации, но я осталась. То есть вас не Вот, мы испугал, вас не напугал тот факт, что вот молодого человека, который был аккредитован, его арестовали? Нет, меня этот факт почему-то не напугал. Честно говоря, мне кажется, я на тот момент даже особо до сих пор до конца не соображала, что... То есть я вроде бы как бы чувствовала, что, в принципе, со мной может что-то произойти, что я могу куда-то попасть. Но в любом случае я осталась, сообщила данные вот этого мальчика в весну, вот, договорилась с директором этого учреждения, что мне вынесут стульчик прямо на крыльцо, вот, и что я на крыльце останусь ждать своего мужа. Вот. Вот так я и осталась и продолжила там втихаря заниматься подсчетами. И Спустя какое-то время какие ваши были подсчеты? Вот на вашем участке, на котором вы остались и делали подсчеты. на нашем участке была супер огромная явка. Вообще просто люди шли гигантским потоком. Мы прям считали их по белым ленточкам. И с комиссией нашего участка у нас была разбежка буквально, наверное, ну, в 4, может быть, 5 человек. То есть
В принципе, наши подсчеты с комиссией, с их протоколами особо не расходились. Вот. Но людей было очень много, и более того, люди сами подходили. А на вашем участке какой процент, на ваш взгляд, проголосовал за действующую власть и против действующей власти? Ну, хотя бы в Ну, процентном соотношении. честно говоря, я уверена, что больше 80% проголосовало за на тот момент оппозиционных кандидатов. Вот. Хорошо, и что происходит дальше? То есть вы находитесь на участке, вы подсчитываете там людей, смотрите на людей, которые приходят, примерно представляете, какая явка, сколько против действующей власти, сколько людей за действующую власть, и что дальше происходит? Ну, дальше в моем случае ситуация была такая, то, что приехал мой муж, он принес нам покушать, то есть мне и вот коллеге, да, моему. И он задает мне вопрос: ты уходишь или ты будешь оставаться до конца? Потому что все равно мы планировали идти на протест в любом случае. Я ему сказала то, что нет, я останусь до конца, а потом мы уже встретимся с теми, с кем надо встретиться, и пойдем туда, куда нужно пойти. Ну и все, на этом мой муж уезжает, и я остаюсь, и буквально вот через, наверное, минут 15 приезжает такой как мини-вазик, с которого выходит группа милиционеров, но которые одеты не в парадную одежду, потому что у нас на участке были одеты в парадную, там в белые. Рубашки, да. Мгм. Ходят обычные милиционеры, проходят мимо меня и вот моего коллеги. Мы с ними поздоровались, они вот так вот на нас просто посмотрели и ушли. И проходит еще где-то, наверное, часа пол, и там подъезжает два огромных буса, и из них уже просто вот высыпается ОМОН. Вот, то есть ситуация по факту была такая: они приехали. А для чего они приехали такое огромное количество ОМОНа? Зачем они приехали на участок для голосования? Дело в том, что тогда началась вот первая волна вот этой вот зачистки. Она вся началась именно с наблюдателей. То есть вот сначала поехали мы, вот, потом уже поехали просто какие-то случайные люди по городу, а далее уже площадь и вот, и все, и там баррикады, и все остальное. Они подошли, они не представились, они вообще ничего не объяснили, они просто сказали, что вот, пройдемте с нами. Я просто просила их представиться, я их спрашивала, за что меня задерживают, я им сказала, что вы, по сути, не имеете права меня задерживать, я То есть инвалид. это было прямо 9 августа, да? То есть и в какое время? По времени это сколько было? Около 20:00? 6 часов вечера примерно это было. 6 часов вечера, и это было по адресу, вы говорите, это был медицинский колледж по адресу в Минске. Долгобродская, 41 вроде бы. Вот, это тракторный завод. Так. Ну, вот так вот меня и моего вот коллегу завели в этот бусик такого синего цвета, там были полностью занавешены окна, и там уже были задержаны ребята, то есть другие наблюдатели с других участков. Вот там я познакомилась уже То есть получается, что в этом бусе были только наблюдатели. Они объезжали все избирательные участки, и уже на участках забирали наблюдателей, верно? Да, так и было. Они целенаправленно вылавливали, именно снимали наблюдателей с участков. Сразу, получается, куда повезли? На Крестина? Нас сначала очень долго катали по району, потом нас завезли на задворки партизанского РОВД, там в кустиках стояла машина другая, там спрятанная, милицейская, и нас в шею вот так вот вывели из этого буса и приказали нам идти в эту вот машинку. В машинка там, я просто не знаю, как она правильно называется, там типа супер мини-грузовичок с таким кузовом сзади, и там две комнатки, ну, как бы две камеры такие. Вот, одна камера там буквально, наверное, метр квадратный какой-то, если не меньше, там просто над колесом, две такие лавочки, полная темнота, дышать вообще нечем, ты вот так вот закрыт. Вот меня туда посадили с моей сокамерницей будущей, а мальчиков посадили в другую камеру сзади, там тоже очень тесно все было. Вот так мы там еще какое-то время просидели.
И при этом вам ничего не Ничего не говорят? объясняли, это все Почему, куда, за что, вообще ничего, никаких объяснений нету? вообще никаких не объяснений, то есть с нами даже не общались, то есть нас настолько не держали за людей, полная такая фрустрация, вообще непонятно что, чего, куда, тем более ты первый раз в такую ситуацию попадаешь. Едем, приезжаем, машина останавливается, нас выгружают. Я понимаю, что я вообще не понимаю, где я нахожусь. Нас выводят поодиночке, и опять-таки это все сопровождается молчанием, они только общаются между собой. К слову, между собой они общаются исключительно на матами, то есть у них вообще нет такого, наверное, понимания, как там обычная какая-то речь. Вывели нас, получается, вот к этой двери, где начинали принимать, сказали снять ремни. Вот, мы поснимали ремни. И тоже, ну и как бы, и все это сопровождалось вот таким издевательством. Далее нас уже завели в помещение на первый этаж, и просто сразу там мы заходим. Я помню мой шок, потому что там огромная куча милиции, ну, причем они, половина из них одеты не в форму, то есть там нет никаких опознавательных знаков, на них были просто черные штаны, черные футболки, черные маски. То есть кто это вообще, что это, непонятно, но их много. Вперемешку еще с теми людьми, которые еще и в форме находятся. Потому что все это в приказном тоне, не просто там приказной типа тон там «давай, сделай». Это все с угрозами, с какими-то вот хлопками, этими дубинками, вот, ну вот по рукам они хлопают, да, вот этот звук такого хлопка. Все это на такой агрессии, они ведут себя очень так вот доминирующе вот так вот над тобой, то, что ты просто в этой ситуации ты теряешься. И У вас не было ассоциации с тем, что вот, что на концлагерь похож? По крайней мере, то, что мы видели в фильмах, и в документальных, и в художественных, читали в литературе. То есть вот а, отношение как бы к тем, кто находился в концлагере. ну, честно говоря, поначалу у меня такого не было. Мне был такой момент, когда мне пришло осознание концлагеря. Это было как раз-таки тогда, когда вот нас пытать начали. И Давайте по порядку. То есть, получается, вас привезли, то есть закрыли за вами ворота. А что происходит дальше? У вас забирают вещи, вас досматривают, да, то есть, наверное, заставляют раздеваться, досматривают, там, есть на вас... да, нас сразу же приказали нам стать лицом к стене, не поднимать глаза, сказали снять с себя все украшения, шнурки, ремни они уже до этого забрали, мы все это начали как бы снимать. У меня, ну, там на левой руке находилось кольцо помолвочное, ну, и оно так было мне впритык, и я не могла его снять. И я им говорю, извините, я говорю, но я не могу снять кольцо, вот вообще прям никак не могу. Они такие, либо ты снимаешь кольцо, либо мы тебе его вместе с пальцем отрубим. Далее нас завели на какую-то опись, там постоянно требовали говорить свои там имя, фамилия, отчество, дата рождения, адрес проживания, номер телефона. Вот это вот все записали. Я ведь еще как думала, что, ну, как бы паспорт у меня есть, удостоверение есть, свои данные я говорю, это мне поможет, потому что меня тут держать будет меньше, потому что личность мою установят быстрее. И потом нас повели к врачу. И доктор стала записывать диагнозы. Тут до меня доходит очередь, я начинаю ей диктовать все свои диагнозы, и она такая, что-то у тебя как-то много, там написала вкратце какую-то фигню и заставила меня расписаться. То есть там не написали ни о том, что я ни инвалидом являюсь, ни по какому заболеванию, там ничего. Вот, я им сказала то, что у меня с собой есть таблетки, которые мне нужно принимать, там, гормональные препараты. Собственно, за все это время, вот там с 9 по 14 число, я ни разу не приняла таблетки. Плюс ко всему, из-за того, что у нас постоянно горел свет, у нас были включены все возможные лампочки 24/7, нам не давали спать, потому что нас постоянно звали на вот эти мини-допросы с одинаковыми вопросами, типа «Кто ты?», «Сколько тебе лет?», «Где ты живешь?», номер телефона. Сколько И Настя, вас поместили в камеру, которая рассчитана была на сколько людей? И сколько реально находилось людей в этой камере? сначала нас отвели на второй этаж, там была камера на раз, два, три, четыре, пять, на 6 человек. Нас находилось там
после 13. Ближе к ночи людей стало очень много, то есть вот ближе к ночи они стали вот прям активно очень добавляться. До этого мы сидели вот там, по-моему, максимум у нас было там человек 5, мы сидели вот до ночи. Тогда еще мы понимали примерно там сколько время, то есть мы еще не потерялись в пространстве. Далее там была полная, простите, задница, потому что ты не знал ни сколько время, вообще ничего не знал, просто вот полный такой вот коматоз. А вы в этой камере сколько вы провели? В камере, которая рассчитана на 6 человек, в ней было 13 человек. Сколько вы по времени провели в этой камере? В этой камере мы провели 9, получается, до ночи, 10, и, наверное, 10 нас перевели уже на 3-й этаж, по-моему. Я тут просто могу уже путаться, потому что там вот проблема вся рассказывать именно по времени события, потому что ты там находишься в таком временном вакууме, что ты не понимаешь не только сколько времени, но иногда ты даже не понимал, типа сегодня там 10 число или уже 11. И у нас был один момент, когда там волонтеры кричали имена, фамилии, там, нам живе А вы слышали, да, находясь в камере, вы слышали то, что волонтеры кричат у ворот Окрестина, там имена, фамилии? слышали, и параллельно вместе с этим мы слышали, как после этого выводят и избивают парней за это. То есть волонтеры кричали фамилии, имена, а ребята избивали. Расскажите про этот момент. Вы видели, что вы слышали? Ну, мы, собственно, непосредственно находились там. Для нас был момент один вообще ужаснейший. Это когда вывели парня, там был такой звук удара, то, что мы для себя предположили, что его просто вкинули прям в стенку нашей камеры, потому что там был прям звук, как будто бы, я не знаю, просто что прям в стену летит. После этого вот такие тупые глухие удары, и на весь коридор крик вот этого вот надсмотрщика: «Добро пожаловать в толерантную страну, животное». Добро пожаловать в толерантную страну животное? Мы вообще просто тогда мы даже молчали, мы вообще в шоке были, что такое возможно. Потом приходит какое-то время, опять выводят парня, опять его избивают и кричат ему. Я просто не любитель говорить так, как они говорят, поэтому буду, смягчать какие-то моменты. Вот, и они ему говорят: «Жирное чмо, типа крести очко, жирное чмо, сейчас принимать будешь». А после этого 15 числа, когда мы забирали вещи, я узнаю то, что есть ряд парней, которые изнасилованы, и у которых, порвана прямая кишка. Вот. И в тот момент мы с девочками, когда узнали эту информацию, мы там чуть не посидели, потому что мы находились в этом моменте, когда конкретная угроза конкретному парню конкретно поступила. Вот, то есть мы сами своими вот ушами прямо слышали. Настя, как вы думаете, вот на ваш взгляд, то, что вы слышали, то, что вы там видели, а, возможно, мы узнаем это позже. Но как вы думаете, были ли в ту ночь ребята, девушки, которых могли потенциально убить вот такими ударами, избиениями, изнасилованиями и так далее? Я на 100% уверена, что да. Ну, я даже в этом не сомневаюсь. По рассказам парней и мужей, моих сокамерниц, которые сидели в других камерах, вряд ли бы эти люди стали врать на тему того, что они просили вынести трупы из их камер. Почему тогда, на ваш взгляд, мы не слышали и не слышим о том, что вот, допустим, там было убито не 8 людей, там, а было убито там 100 людей, или там 200 или 300? Я не знаю просто, насколько большой масштаб трагедии. Ну, я смею предположить то, что, опять-таки, по рассказам моего мужа, который находился тоже под Окрестино, и он помогал ребятам оттуда спасаться. Это вот с его слов, с его рассказа там открывались двери, они выкидывали вот этих вот избитых ребят, которые уже вообще никак никуда не могли идти. Они говорили: вот мы вам даем 5 минут, вы убегаете. Если вы не убегаете, мы начинаем за вами охоту, грубо говоря. И вот мне мой муж рассказывал, что они, говорит, прикинь, вот мы как в военное время вот так вот по-пластунски ползли, вот этих ребят просто на себя,
и выносили, выползали вместе с ними оттуда, садили их с волонтерами в такси, возили на такси. Одну девочку, они, наверное, часа 2 не могли с биотуалета просто достать, потому что вот девочка выбежала, спряталась там на территории биотуалет, закрылась, и просто они никак не могли вообще до человека достучаться, сказать то, что мы тебе поможем, не бойся. То есть, ну, Настолько, вот. И как настолько испугана она была, да? рассказывал, то, что заезжали на территорию военные вот машины, которые как вот в госпиталь возят. Вот такие. Грузовики такие военные, да, которые отвозят, как правило, в госпиталь людей, которые там... Да. Учитывая то, что перед этим, как раз-таки перед выборами, я прочитала информацию о том, что подготовлено какое-то там энное количество койко-мест в госпиталях, как бы, ну, военных. И я лично считаю то, что людей в особо тяжелом состоянии, либо уже мертвых людей, вот эти скорые вывозили как раз-таки в те самые госпиталя. То есть, ну, я думаю, что они были просто ко всему готовы. Опять-таки, у тех людей, которые творили там бесчинство, у них был полный карт-бланш. Вот просто полный. Вы кого-нибудь из них знаете по имени, по должности, по, не знаю, по званию там? Какие-нибудь у вас есть данные об этих людях? Может быть, имя, фамилия? Может быть, они друг друга по кличкам называли? Может быть, какие-то опознавательные... Как опознать этих людей? Были ли они одеты в масках? Или, может быть, у некоторых были открытые лица? Практически все были в масках, но были, конечно, те недалекие, которые все-таки маски не одевали. И одного такого парня мы запомнили все, его зовут Евгений. Запомнили, вот лично я его запомнила по очень яркой внешности. То есть просто офигела от того, насколько у него идеально выщипаны брови. То есть у него были густые, такие прям брови, очень такой четкой, очерченной формы. В общем, вот, и мы все зацепились за эти брови. И потом впоследствии мы его и опознали. А как его зовут, Вот. этого парня? Его зовут Евгений Врублевский. Что он делал? Тот человек, который вот избивал девчонок. Вот. Потому что, знаешь, ведь потом перевели в камеру на 3-й этаж. Там и без нас уже сидело 26 человек. Ой, да, 22, нет, не 26, сидело 23. 23 девочки уже было. Вот, и нас еще 13 завели. И то есть это было вообще... Это был полный шок, потому что там открывается дверь, мы видим своими глазами вот такую вот малюсенькую камеру на 4 человека. И в этой камере на 4 человека, то есть она там максимум, наверное, ну, метров 11 квадратных, там стоят 2 двухъярусные кровати, посередине стол с 2 лавками, умывальник, сломанный этот туалет и тумбочки еще. И то есть посреди вот этой вот всей мебели, которая половину комнаты еще захламляет, там уже было 23 человека, и еще нас 13 довели. Каким образом вообще возможно разместить в камере на 4 человека 36 девушек, женщин? Никаким, в том-то и дело, что мы там размещались друг на друге. Вот, то есть у нас люди, ну, женщины находились всюду, на кроватях, под кроватями, на столе, под столом, на лавках, под лавками, под умывальниками, друг на друге, в тумбочках. Я вот лично, я вот сидела в тумбочке, вот. Потому что это было единственное место, в котором я хотя бы хоть как-то могла спрятаться от света, потому что у меня мигрень с аурой, и на протяжении вот с 9 числа там до этапирования в Жодино у меня была жуткая мигрень, вот, то есть вообще я себя чувствую, ну, я просила помощи, помощь у меня вообще никакая оказана не была, со мной была и женщина с сахарным диабетом. Вот по помощи еще, по медицинской помощи. Вам не была оказана помощь, несмотря на то, что у вас заболевания есть, да, инвалидность есть, нужны таблетки определенные. Другим девушкам, другим женщинам в вашей камере оказывалась ли какая-либо медицинская помощь? Нет, медицинской помощи никакой не оказывалось. Мы просили очень много раз позвать нам врача. Врач к нам не приходил. Мы умоляли у них дать нам таблетки, которые у нас с собой в сумке. Они всегда говорили так: мы посмотрим. Проходит там, условно, там час-два, ну, таблеток так никто и никак... То есть никакой медицинской помощи вообще в принципе не было.
Ну, и я так думаю, что там и быть не могло. Единственная медицинская помощь, которая за все это время была оказана, это была оказана мне после того, как я с высоты собственного роста упала без сознания головой об кафель. А что случилось у вас? Ну, нас было, я же говорю, в маленькой камере 36 человек. Дышать было нечем. То есть из кислорода нам было доступно только окно, которое было вот где-то на сантиметров 5 вот так вот приоткрыто. Но вот этот воздух летний, да, он когда попадал в камеру, он весь моментально сгорал, потому что та концентрация углекислого газа, которая там была, там вот эта вот капля этого кислорода, она вообще роли никакой не играла. Вентиляция, которая была в камере, она была забита бумагой. Вот это просто капец. То есть, ну, вентиляция, которая была забита бумагой. Спрашивается, зачем вы забили вентиляцию бумагой, только если не специально. То Вот. есть, получается, в принципе, в камере невозможно было вообще дышать. Да, невозможно было. У нас по камере тек конденсат. Настолько было жарко, то, что у нас потели стены, там прям вот, ну, капли тупо конденсата вот этого текли. Вот. И, соответственно, дышать мы не могли. И более того, когда мы просили у них вообще дать какого-либо воздуха, никто не реагировал, а если реагировали, то просто подходили, орали и били дубинкой в эту металлическую дверь и максимально просто, ну, шугали нас. Вот. Потом наступил такой момент, когда ты вот уже понимаешь то, что вот, ну, начинаешь уже вздохи считать, то есть, ну, экономить, да, то есть, ну, некоторых девочек начинались, то есть, вот вздохи такие, ну, прерывистые, когда ты уже вообще там отъезжаешь. И я вот по себе начинала чувствовать вот эту вот накатывающую такую прям панику, и она была не только у меня. Когда ты вот сидишь, и ты внешне очень вроде бы спокоен, потому что у тебя нет сил как бы особо реагировать, а вот внутри вот диссонанс такой, у тебя прям вот трясется все, потому что ты понимаешь, что, господи, я вот сейчас умру, это вот как паническая атака вот такой вот, и дышать ты не можешь, и вообще, и вот. И в этот момент мы стали дубасить просто кулаками в эту дверь, умолять нас выпустить по барабану. Только после того, когда вот там кто-то из девочек начал кричать то, что немедленно нас выпускайте, либо вы сейчас трупы начнете выносить, типа мы умираем. Только после этого вот один единственный парень вывел нас на 5 минут в коридор продышаться. Для нас это было что-то невероятное, потому что мы вышли, мы так стали глотать этот кислород, вот, но он нам разрешил только стоя лицом к стене, вот, мы даже стоять не могли, там уже все качались, он разрешил нам присесть, и я вот как сейчас помню, я, получается, не могла вообще стоять на ногах, потому что ноги-то и без того больные, вот, и в таких условиях, в которых я находилась, для меня это вообще катастрофа полная, ну, для моей ноги больной. Вот, и я присела, и помню, потом встала, и все, и дальше ничего не помню. Ну, я тогда потеряла сознание. Вот, сколько я там без этого сознания пробыла, я не знаю. Я помню, что стала приходить в себя, разжевывая таблетку какую-то горькую. Вот, ну и вот так вот лежала на плитке. Вот этот вот мальчик, он подложил мне потом под голову и как бы под меня какой-то там плед. Но меня это особо не спасло, потому что там был сквозняк, и вот с того момента я перестала вообще там в туалет, по сути, ходить, потому что просто не могла. То есть я застудила почки, вот, и, ну, в процессе у меня там еще долгое время были проблемы с мочеиспусканием из-за этого. И так как я, ну, так сильно треснулась головой, у меня потом зрение село, вот. То есть я вроде бы потом пришла в себя, меня обратно завели в камеру, посадили к девочкам, и я вот там, по-моему, наверное, до следующего утра, вот, уже во времени путаюсь, в полном коматозе была, потому что я вот помню, что я вроде бы поднимала глаза, и я вот вижу всех девочек, но я как будто бы не понимаю, типа, никто это, ни что это, ничего. Вот у меня по центру я как бы видела еще нормально, а вот периферическое зрение у меня прям такая черная темная ореола была. Ну, головой ударила сильно. Вот. Настя, расскажите, пожалуйста, вы сказали, что на Крестина вы проходили через пытки. Какого рода пытки применялись к вам?
Ну вот эти пытки, то, что нас заведомо сознательно лишали кислорода, потому что по-другому это никак не назовешь, они ведь с нами баловались. То есть, ну, как бы захотят, откроют нам вот эту вот кормушку, да, дадут доступ кислорода, и каждый вот 36 человек, места вообще нет, и каждая по головам фактически друг к другу пробиралась к вот этому вот отверстию, вот этому кормушке, и мы по очереди дышали. Вот это вообще нормально, когда люди по очереди вообще дышат. Более того, ты там делаешь несколько вдохов, вроде бы понимаешь, что ты уже, ну, вроде надышался, вот просто вот так вот, там, пару сантиметров голова в бок, и ты чувствуешь, что, а вот тут уже все, воздуха нет, кислорода нет, и на тебя опять паника накатывает, и тебе опять хочется подышать, а уже подышать надо кому-то другому, вот. Плюс ко всему, а, много раз были такие случаи, когда мы уже прям конкретно задыхались, и ведь не всегда нас выпускали дышать. Нам либо открывали ту кормушку, что приходилось по очереди ходить, либо они делали ход конем. Они открывали дверь и выливали на нас ведро воды. Вот как просто на свиней. Вот ты просишь у людей воздух Помогает? подать. Настя, это помогает в этой ситуации, когда душно и на вас выливают ведро воды? То есть это освежает как-то или наоборот? Это было сделано специально. То есть я думаю, они все прекрасно понимали, зачем они выливают на нас ведра воды. Во-первых, мы все вот так вот с ног до головы были мокрые, пол мокрый, а ведь на полу-то мы и лежали. То есть смотрите, пол мокрый, очень большое количество людей лежат именно на полу, и мы сидим и лежим в этих лужах. Вот. И из-за высокой температуры это все дело начинало очень быстро испаряться. Конденсат и так есть, его становится еще больше, кислорода нет, и ты начинаешь дышать испариной. И помимо того, что ты задыхаешься от того, что тебе кислорода нет, ты еще захлебываешься в довесок, потому что ты просто дышишь вот этим вот паром всем. И они это все прекрасно понимали. Плюс они нас не кормили. Вообще, мы были в полной голодовке, никакой еды, ничего. Питьевой воды тоже не было. А сколько У нас, сколько по времени вы провели вот в этой камере, в которой 36 человек было? ну, мы провели там, наверное, я так думаю, что с 10 по 12 число, наверное. И за это время вас ни разу не покормили? Нет, нет. И воды ни разу не дали? 10, 11, 12 нет, нас не кормили. Какое вам обвинение, по какой статье и сколько суток дали? В моем случае ситуация вообще очень интересная, потому что у меня было 2 суда, как оказывается. Вот, но только побыла я на одном, правда. Суд у меня длился секунд 30. Судья у меня спросила, ну, опять-таки, там, мои личные данные и что я здесь делаю. Я ей сказала, то есть, как бы, чё, куда. И она такая: "Спасибо, до свидания". Все, вот у меня был вот такой вот суд. Далее, А обвинение на к основании, Настя, на основании чьих свидетельских показаний они выносят постановление суда? То есть должен быть свидетель. То есть вы обвиняемая, есть, должен быть свидетель. На основании чьих показаний они вообще выносят решение? до того, как у нас были суды, и до того, как нас перевели на 3-й этаж, нас насильно заставляли подписывать протоколы на 2-м этаже. То есть нас всех вывели, часть из нас жестко запугивали. То есть, ну, ты вот стол, да, ты стоишь, тебе разрешается смотреть только в одну точку, потому что там шаг влево, шаг вправо, на тебя все орут, вот это вот дубинка, вот это вот зашугивание, что ты как там дикий зверек, просто, ну, реально боишься голову эту повернуть. Перед тобой лежит протокол, тебе не разрешают его читать, просто вот так вот тыкают, где подписаться. Если ты более-менее, как бы, ну, резвая, скажем так, и хочешь узнать, что ты там подписываешь, соответственно, ты нарываешься на шквал агрессии очень огромной. Мне вот, лично мне говорили, что я увидела, в общем, свой протокол о том, что якобы меня забрали с 22:00 до 22:30 на площади Победы за то, что я выкрикивала лозунги, хотя я в 7 часов вечера уже находилась в камере в Цепиной Крестина. Фамилию судьи не помните примерно хотя бы? Я помню, это да, мотыль. И судья Мотыль сколько она суток вам присудила? По какой статье? По статье 23-34, классика, вот, она мне присудила 10 суток, убрала, вот, но мне должно было быть 15, это как я потом в процессе уже узнала, потому что меня забрали с наблюдателями, а наблюдателям давали максимальное количество суток, вот,
Но она мне убрала, получается, 5 суток за инвалидность как раз-таки, типа, сжалилась надо мной. Потом нас повели на 4-й этаж на какой-то второй суд. Мы вообще не понимали, типа, что происходит. Получается, что вы весь срок, сколько дней вы на Крестина пробыли и через сколько дней вас перевели на Жодино? Получается, на Крестина я пробыла 9, 10, 11 и 12 августа до обеда. С 12 августа примерно там 4 часов, наверное, 4 до ночи 14 августа я была в Жодино. Вот. Ночью 14 августа нас освободили. А условия содержания в Жодино и на Крестина, они отличаются или точно такие же? Маленькие камеры, много людей? Для нас условия, конечно, различались, слабо сказать, кардинально. То есть для нас Жодино это реально был как пионерский лагерь, честно, вот прям признаюсь. Потому что мы туда приехали, у нас была камера на 10 человек, а нас находилось в камере, ну, наверное, может, 15. Ну, то есть как бы для нас это было вообще простор и раздолье. Нас там кормили, с нами там нормально разговаривали, вообще типа нормально, то есть мы там себя людьми почувствовали. Вот. У всех девочек на стрессе синхронизировались, у них менструация началась. Вот. Я вообще, несмотря на то, что я биолог, но я такое впервые вообще увидела реально вживую, когда стресс поспособствовал вот этой вот женской солидарности, скажем так. А были, кстати, какие-нибудь вот гигиенические там... Жодино были. В Жодино принесли девочкам прокладки, все это было, нам тогда выдали туалетную бумагу, у нас даже мыло было. На Крестина было ничего, то есть мы просили на Крестина, чтобы нам дали средства личной гигиены, хотя бы туалетную бумагу, нам сказали, что подтирайтесь своими вещами, типа нам еще все равно. А душ, Вот. вот, а можно было принять там душ, помыть голову, ну не знаю, базовые гигиенические процедуры? Такого ничего ты вообще не мог сделать, более того, что, ну, я сейчас такие не очень хорошие подробности расскажу. Грубо говоря, у нас была одна пластиковая старая какая-то бутылка на всех, непонятно, кто из этой бутылки пил до нас, непонятно, кто из нее будет пить после нас. Питьевой воды не было, мы набирали в эту бутылку воду из-под крана. А были, кстати, Сначала вот в камере на 2-м этаже, где нас было поменьше, мы там через ладошки как-то это все дело пили, а этой бутылкой смывали за собой свои отходы жизнедеятельности, потому что был сломан. туалет, смывали туалет. Мгм. А на 3-м этаже, где нас уже было 36, мы, короче, с вот этой бутылки, с которой смывали, мы с этой бутылки потом и пили. В коронавирус все. Когда там были девочки, которые кашляли, и все, потому что дойти до умывальника, ну, ты четко понимаешь, что тебе нужно по людям идти. Поэтому, как бы, хочешь пить, вот бутылка и вода с-под крана. Вот. Такие вот условия там были. Там реально были нечеловеческие условия, и постоянно, ну, то есть они тоже такие были интересны, они открывают нашу дверь женскую, да, и начинают там на нас обзываться, типа, фу, как у вас тут воняет, да вы такие-сякие. А чего вы хотите? Типа, ну, чтобы тут розами пахло или что? 36 человек на 10 квадратных метров. И плюс ко всему, когда соседняя камера от нас, вот напротив нас, мужчины, там еще хуже был запах, потому что, извините, этим мужчинам их избивали так, то, что им почки отбивали. У нас под нашей камерой были лужи с мочой. Нас выводили, ставили лицом к стене, ты стоишь лицом к стене и дышишь просто таким жутким запахом мочи вперемешку с потом и со всем остальным, потому что вот их избивали так, что они прям под себя ходили. Вот. Лично я вот за себя вообще не переживала в камере, вот просто вообще от слова совсем, потому что у меня случился вот этот травма психологическая, это эмоциональная диссоциация. Вот. Я с психологом потом до сих пор занимаюсь, прорабатываю это. Вот. У меня случился такой момент, что я это как все со стороны наблюдала. Вот. Но был один момент, который меня вывел из себя. Это был первый раз, когда я вообще заплакала, и это был единственный раз, когда я заплакала за все это время. Это когда
после судов пришло время этапирования, я уже понимала, что происходит что-то странное, и я понимала, что я уже абсолютно точно не узнаю, жив мой муж или нет. Я абсолютно точно не узнаю, где он и что с ним. И в этот момент я вот туда вот расплакалась, вот, и нас потом стали выводить во двор. Там стояло огромное количество людей, этих мужчин с автоматами. Нас стали выставлять первую шеренгу лицом к стене, вторых девочек в затылок друг другу вот так вот. И в этот момент у многих из нас реально на полном серьезе, это вот не шутка, мы реально верили и думали, что нас сейчас расстреляют. То есть это вот прям, ну вот на полном серьезе. Вот ты шел, вот эти все автоматы, и ты прям действительно в это веришь, и ты в это прям сейчас думаешь, что типа все, вот это вот конец. И я помню, я тогда еще больше разревелась, потому что я тогда подумала, что я больше там не увижу там ни родителей, ни мужа, и что, может, мой муж уже вообще там где-то мертвый лежит. Я тогда потом во второй раз еще сознание потеряла. Вот, это вот был вот такой момент. В этой истории какой для вас был самый эмоциональный момент, самый такой, ну, в хорошем плане, самый понятно, что было много чего плохого еще, Был что вы прошли. А был ли у вас какой-то, ну, вот, действительно в положительном плане эмоциональный какой-то подъем, момент, который вы бы хотели тоже Да, вспомнить? был такой момент, от которого просто мы все расплакались, там это был у всех просто эмоциональный фейерверк. Это когда в первый раз волонтеры на улице крикнули 12 часов. Мы тогда просто вообще в эйфории какой-то находились, потому что это был первый раз за долгое время, когда мы вообще узнали, сколько время. Вот, казалось бы, такая мелочь, да, вот просто 12 часов, а ты за эту мелочь цепляешься, как за вот эту соломинку, потому что ты понимаешь, что вот я сейчас владею ситуацией, я знаю, сколько сейчас время. Настя, и получается, вот вы до 15 августа 2020 года просидели в Жодино, потом наконец-таки приходит 15 августа, вас отпускают. Кто вас встречает? Как это все происходило? Волонтеры или, наоборот, ваш там муж, родители приехали? То есть как это все было? Нас вывели за пределы нашей камеры, повели нас по коридорам, мы видели там вот такие вот километровые стопки передач, которые просто в мешках лежали, никому они там не передавались. Нас завели, и по очереди потом каждую девочку стали заводить в помещение, где сидели сотрудники, там, наверное, прокурор был, и еще кого-то там двое, там у них вот так вот просто было все завалено бумагами. Вот, и они давали нам подписывать бумаги о неразглашении, о том, что мы не будем участвовать в митингах, никак не выражать свою гражданскую позицию, там, по-моему, даже интервью вроде там было написано, что не даем, ну, типа вот такая вот бумажка. Я просто возмущена была, и я говорю, типа, зачем мне это подписывать? Вот у меня был такой диалог, они мне говорят, что, говорит, а ты в курсе, что ты уже, что, типа, на тебе судимость? Я такая, в смысле, какая судимость? Такие, вот в городе Солигорске в 2015 году ты была судима по такой-то, такой-то статье. И я была в таком шоке, и они мне показывают какую-то вот эту вот бумажку, а я-то, ну, как бы из города Солигорска, вот, и я им говорю, подождите, так я с 2013 в Солигорске не живу. Они такие, ну, ничего не знаем, у тебя судимости, ты в курсе, что если ты там не подпишешь эту бумагу, и в твоем случае, если ты попадешься еще раз, то ты пойдешь на уголовное дело. Вот, потому что у тебя как бы есть прошлое. Ну, и я просто, честно говоря, ну, я такая, я растерялась, признаюсь. Я подписала эту бумажку, думаю, идите вы как бы в баню, типа я лучше ее подпишу, и все. После этих бумаг прошло пару часов, и нас уже стали выпускать. Перед этим мы прошли там катакомбы, потому что ходы вот эти, по которым вводят заключенных, они там находятся в катакомбах, типа под землей. Это такое у них там сообщение между зданиями разными. Нас поводили по этим катакомбам, потому что мы искали свои вещи, вещей мы не нашли. Вот. Ну и после этого нас впервые вот за долгое время выводят на улицу. И мы просто такие, типа шок, улица, мы уже понимаем, что нас будут выпускать. И открывается эта дверь, и просто, ну, я говорю, шок гигантских масштабов, потому что я вижу огромную кучу людей.
Я испугалась, потому что там вот эти вот вспышки, там темно, вот эти вот, блин, вспышки, куча людей. И просто я помню момент, который меня разорвал. Я смотрю, и впереди бежит какой-то парень, и я просто вглядываюсь, и я вижу, что это мой муж, и я что-то нечленораздельное там вообще закричала, побежала там к нему, обнялась. Ну, вот так вот произошло освобождение. Конечно, состояние там мужа было... Но с мужем с вашим все было в Мы ехали порядке? в То есть Его, машине, его, его не задерживали, у него все в порядке было, правильно? да, у него все в порядке. Ну, у него там были почёсы дубинкой, потому что, когда они были под Окрестино, ребят вот спасали, они там собирали еще волонтерами воду, там какие-то продукты, вот когда это только все там началось ночью. И на волонтеров посылали снаряды ОМОНа, и ОМОН избивал волонтеров. Вот. И, соответственно, муж был там и тоже в этом всем участвовал. Вот. Ну, у него там своя история отдельная, вот, которая тоже достаточно жуткая. Вот, ну, вот. Настя, вы сейчас живете в Польше, правильно? Да, сейчас. Вы вернетесь в Беларусь? Я могу сказать так, что пока нелегитимно, ну, пока еще режим есть, то, конечно же, нет, потому что Я не э, про режим вообще не говорю. Я имею в виду в новую Беларусь. Вы вернетесь? сложный вопрос, честно. Я человек максимально честный, и поэтому честно признаюсь, для меня это муж, например, категорически против возвращаться, потому что тот опыт, который он пережил, ну, он очень негативный. Вот. И не знаю, как получится. Для меня это, вот, честно говоря, для меня это, вот, честно говоря, для меня это очень больная тема. То есть настолько больная, что там до сих пор с психологом над этим работаем. Соответственно, я не могу этот переезд назвать спланированным, он вынужденный. Тем более для меня лично психологически он действительно вынужденным является, потому что я никогда не забуду день, когда я стояла на Минском вокзале, меня приехали провожать мои родители, которые не сказали про это, они просто собрались и из другого города приехали. И я понимала, что я просто вот, я не то, что даже родителей отпустить не могу, я вот с этого асфальта сойти не могу. Вот настолько мне было плохо. Настя, последний вопрос. Что бы вы хотели пожелать белорусским женщинам, девушкам, которые прошли через тюрьму, которые на свободе, которые сейчас в Беларуси? Что бы вот вы им пожелали? Наверное, первое, чтобы я хотела пожелать, это я бы хотела пожелать не винить себя. Потому что никто из нас не виновата в том, что с ней это произошло. Не потому, что она пошла якобы в неправильное место в неправильное время, да. Вот, потому что чувство вины, если вот кто-то, кто будет смотреть это интервью, и он сейчас испытывает, она, вернее, испытывает вот это вот какое-то чувство вины, я могу сказать одно, что вот это чувство вины, оно продиктовано просто посттравматическим стрессовым расстройством. Вот. Я бы хотела бы пожелать ментального здоровья, вот, хотела бы пожелать стойкости, вот, и, наверное, бы хотела еще пожелать э, способности увидеть объективную реальность. Вот, как-то так. То Спасибо. есть я думаю, если кому-то мои слова откликнутся, то они меня поймут. Настя, спасибо большое за то, что вы поделились своей историей. Спасибо за ваше мужество. Спасибо за то, что вы делали и продолжаете делать для Беларуси. И я очень надеюсь, что все-таки в один день вы, я и многие те другие белорусы, которые вынуждены были уехать из страны, мы вернемся домой. Поэтому спасибо вам большое. Пусть у нас все будет хорошо. Да, я этого тоже взаимно очень желаю.